На днях в Нижнеколымском районе во главе с премьер-министром республики Галиной Данчиковой прошел отчет правительства республики перед населением. Жители района смогли задать интересующие их вопросы. Проблемы здравоохранения, тарифы на авиаперевозки, высокая стоимость продуктов питания и многое другое. Подробности далее. Председатель правительства с отчетом о работе исполнительной власти приезжает на Нижнюю Колыму на протяжении 3 последних лет. И это, конечно же, дает свои положительные результаты. Так, запущенные масштабные проекты развития Нижнеколымского района за прошедшие годы активно претворяются в жизнь. Строительство школы на 275 мест, начатое в 2012 году, должно быть закончено в 2015 году. Строительство дороги на Чукотку, возобновление в прошлом году, будет продолжено и в этом году. Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Черский к реализации проекта по федеральной программе на 2 миллиарда рублей планируется приступить в 2015 году. Заключены контракты на строительство 3 котельных, ремонтные работы многоквартирных жилых домов, строительство 3 многоквартирных домов в селе Походск, модернизация уличного освещения в Черском. Это далеко не все проекты в развитии инфраструктуры Арктического района республики. То, что касается объявленного года 2014 года, годом Арктики, была принята комплексная программа социально-экономического развития арктических и северных улусов. Эта программа у нас будет с основными направлениями до 2020 года. Знаете, что у нас в республике специально создан Государственный комитет по делам Арктики. Я хочу еще раз познакомить вас с руководителем данного комитета. Человек у нас от земли, он у нас был руководителем нашего самого исторически значимого поселка Тарусское устье. На встрече с населением района председатель правительства, министры и руководители ведущих государственных структур ответили на многочисленные вопросы нижнеколымчан. Жителей района прежде всего волнует высокая стоимость жизни на Крайнем Севере. Сюда входят вопросы здравоохранения и тарифы на авиаперевозки и цены на продукты питания. Министр сельского хозяйства Федоров сказал, программа есть, что северное оленеводство будет поддерживаться будет. И какая эта поддержка будет? Эта тема опять возникла еще одна. Вы разберитесь конкретно? Население Нижней Колымы в целом благодарны руководству республики за проводимую им работу в отношении отдаленного Арктического района и выражают надежду на то, что по-прежнему будут находиться в спектре их внимания. Если бы сегодня у меня спросили оценку деятельности правительства Республики Саха-Якутия, я бы ей дала оценку хорошо, совершенно легким сердцем, и в этом нет никаких комплиментов. Ирина Петковская, Ишхан Саркисян, НВК Саха, Нижнеколымский район.